Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 7-го избирательного округа Беслан Ачба. Ачба Беслан Юрьевич родился 12 июня 1981 года в Сухуме. В 1998 году окончил общеобразовательную среднюю школу номер 4 имени Маяковского в городе Сухум. И в этом же году поступил в Сухумский открытый институт на факультет «Мировая экономика и международные экономические отношения». С ноября 1999 года по ноябрь 2001 года проходил службу в рядах вооруженных сил Республики Абхазия. Окончил Сухумский открытый институт по специальности «Мировая экономика и международные экономические отношения. Присвоена квалификация экономист-международник. В 2002 году начал работать в должности главного специалиста в Государственном комитете по внешнеэкономическим связям Республики Абхазия. В 2003 году переведен на должность главного специалиста отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия. В 2004 году был переведен из отдела внешнеэкономических связей в отдел ценообразования и статистики. Занимался разработкой индикативного плана социально-экономического развития страны. В 2006 году освобожден от занимаемой должности главного специалиста отдела ценообразования и статистики Республики Абхазия по собственному желанию. В 2009 году принят на должность коммерческого директора в ООО «Продсервис». В 2012 году принят на должность помощника премьер-министра Республики Абхазия по экономическим вопросам. В 2013 году начал работать в ОАО «Сбербанк Абхазии» по специальности экономиста отдела взыскания просроченных задолженностей. В 2015 году переведен из отдела взыскания в кредитный отдел Сбербанка Абхазии. С 2019 года переведен в отдел последующего контроля кредитных историй. Женат, воспитывает сына. Беслан Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. По профессии вы экономист. С чего началась ваша трудовая деятельность? Моя трудовая деятельность началась с 2002 года. Мне было тогда 17 лет. И я впервые тогда попал на стажировку в Комитет внешнеэкономических связей под началом Руслана Ардзымба и Руслана Язычева. То есть с этого момента началась моя трудовая деятельность. Далее уже к 2003 году я уже стал специалистом Комитета внешнеэкономических связей. Проработал там около года, и впоследствии произошла реорганизация Комитета внешнеэкономических связей в отделение при Министерстве экономики. Создали отдел ВС, так называемый. Проработав около года, был переведен уже при Министерстве экономики в отделение прогнозирования и ценообразования, где отделение занималось разработкой индикативного плана социально-экономического развития страны. В целом работа была очень интересная, то есть мы собирали экономические данные по различным отраслям жизнедеятельности, экономической жизнедеятельности нашей республики, составляли прогнозы на будущие периоды. Потом эта информация поступала уже от Кабинета министров президенту Республики Абхазия, где руководство страны могло наблюдать за темпами роста нашей экономики. Проработав до 2009 года, далее я работал коммерческим директором в ООО «Продсервис». Это уже такая из частного сектора коммерческое предприятие. На некоторое короткое время уехал в Москву, где я находился около года. Далее уже когда вернулся, это был 2012 год, я устроился в Кабинет министров помощником премьер-министра. Проработал до 2013 года. Далее уже к 2013 году я заступил работать в Сбербанке Абхазия. Проработал уже более 8 лет и по сей день там же работаю. Вы выше сказали, что вы работали в Министерстве экономики Абхазии. Да. В разные годы вы были главным специалистом в различных отделах Да. Минэк. Поподробнее расскажите о вашей профессиональной деятельности. Каких успехов вам удалось достичь по вашей оценке? Это будет очень нескромно, если я сам себе буду давать оценку. Но действительно стоит подчеркнуть то, что работая в различных сферах, я действительно получил какой-то определенный багаж опыта, который мне позволил ориентироваться в различных отраслях, именно если брать направление экономики. Какой-то опыт действительно, да, получилось приобрести. А что-то хотелось, но не удалось? Было такое в работе? Вы знаете, такая работа, она больше носит определенный ограниченный регламент, то есть перед каждым ставили определенные задачи, и главное — это выполнять задачи согласно регламенту. А в настоящее время вы работаете в Сбербанке Абхазии. Да. Расскажите про свой опыт, какую должность вы сейчас занимаете? Сейчас я работаю, опять же, как главный специалист. На данный момент я работаю в отделе кредитных историй, исправлением каких-то определенных оплошностей, ошибок. Больше такая аудиторская работа. Но до этого отделения я успел и в кредитном отделении проработать,
Также я работал в отделении взыскания, то есть мы имели дело с проблемными кредитами, по которым было трудно осуществлять возврат денежных средств. То есть с такими вещами мы тоже сталкивались. Существовало две процедуры. То есть процедура, мы всегда давали возможность нашим клиентам более-менее нормальные условия для того, чтобы они могли все-таки вернуть кредит. Банк всегда он шел на уступки. Тем не менее, если совсем не получалось решить этот вопрос, то уже в судебном порядке, как правило, такие вопросы решались. Вы человек, хорошо знающий работу банка. Какова, на ваш взгляд, ситуация сегодня в банковской сфере Абхазии? Наш банковский сектор, он на начале путей своего развития находится только. Потому что, и, во-первых, люди тоже, они как бы по старинке, не все, например, пользуются услугами банков. Но такой, я бы сказал, революционный момент наступил, когда у нас появилась национальная платежная система АПРА, которая дала коммерческим учреждениям, банкам, имитировать пластиковые карты. Вот. И впоследствии, то есть мы получили возможность такого контроля. И упростили и автоматизировали некоторые проблемные моменты, с которыми имели дело раньше. То есть даже те же самые кредитные продукты, вот человек работает в каком-то государственном учреждении, является бюджетником. Если этот банк обслуживает это государственное учреждение, то сотрудники этого учреждения получают свою заработную плату на пластиковые карты. И помимо этого всего могут пользоваться различными другими функциями и даже получать те же самые кредиты. И это все происходит безналичным способом. Человеку не нужно взаимодействовать, например, с кассами, получать кредиты наличными деньгами, то есть он может это все это происходит дистанционным образом. Вот как вы думаете, есть ли надежда, что в ближайшей перспективе банки Абхазии станут более стабильными в финансовом смысле, благодаря чему у них появится возможность предоставлять населению различные кредитные услуги, в том числе долгосрочные? Вы знаете, все зависит от того, в целом, о том, в какой среде существуют эти банки. И зависит от коэффициента личного капитала каждого банка. И множество факторов на это влияют. Сколько клиентов обслуживает тот или иной банк, то есть в той среде, в которой он находится, необходим постоянный оборот денежных средств. Если он будет, то у банков, конечно же, будет возможность двигаться в каких-то направлениях и быть прибыльными. Вот. И банки — это же неотъемлемая часть все-таки любой современной экономики. И все зависит от того, насколько вот есть этот денежный оборот средств в нашей экономике. Вы экономист, вы решили баллотироваться в депутаты. Почему? Просто так получилось, что, получая опыт, я в основном работал на госслужбах, вот, и получал разносторонний опыт. И всегда, как бы работая, мы анализировали то, что происходит в нашей стране. И бывало такое, что мы видели, что вот где-то здесь можно сделать лучше, здесь можно поправить, там не хватает какой-то законодательной базы, допустим. В других местах нужны какие-то дополнительные механизмы экономические, которые могут воздействовать на те или иные сферы. И замечая подобные погрешности, я пришел к выводу, что действительно могу внести свой вклад в развитие экономики своей страны, этим самым сделать жизнь немножко лучше. Моя программа, она больше, опять же, судя по интервью, наверное, зрители поймут, что она больше ориентирована на экономику, но тем не менее там присутствуют общеполитические аспекты определенные, которые способны улучшить внутриполитический климат страны. А что касается моей предвыборной кампании, я все-таки решил, если конкретно говорить, затронуть такие сферы экономики, как сельское хозяйство и банковский сектор. Вот по части банковского сектора есть программы, связанные с беспроцентными займами, с целевым кредитованием. Я считаю, что для нашей экономики целевое кредитование, оно играет очень важную роль для развития малого и среднего предпринимательства. И также какая-то часть посвящена сельскому хозяйству. Но это исключительно я рассматриваю новые организационно-правовые формы, способные в этой среде взаимодействовать эффективно и создать условия для того, чтобы у нас был внутренний сельскохозяйственный продукт, наш отечественный, которым мы могли заполнять наши внутренние рынки. Беслан Юрьевич, спасибо. Желаем вам успехов. Всего доброго. До свидания.